Здравствуйте, уважаемые любители кино. Телеканал «Беларусь-3» продолжает знакомить вас с лучшими учебными, курсовыми и дипломными фильмами телевизионных режиссеров, выпускников Белорусской государственной академии искусств. Традиционно наибольшим спросом среди желающих стать телевизионным режиссером пользуется очная форма обучения. Как правило, ее выбирают абитуриенты, которые поступают к нам сразу после получения среднего образования. Но есть небольшой контингент абитуриентов постарше, которые отдают предпочтение заочной форме обучения. Конечно, рассматривая положительные и отрицательные стороны заочного обучения, необходимо учитывать такие факторы, как финансовые возможности, возраст и семейное положение. Очень часто заочники уже работают в структурах, имеющих отношение к телевидению и кино. Их желание изменить свой социальный статус, шагнуть по служебной лестнице и творческой лестнице вверх, получив диплом режиссера, чаще всего серьезно и продуманно. В сознании многих работодателей сложился стереотип, что уровень подготовки заочников гораздо ниже у нас, чем у студентов очной формы. Но если вы действительно хотите учиться и стать профессионалом, то заочная форма обучения даст вам такую возможность. В чем мы постараемся убедить вас в программе «Время кино». Ибо гостями студии нашей будут уже состоявшиеся режиссеры, доказавшие своим творчеством высокий уровень подготовки нашей академии, лауреаты международных и национальных кинофестивалей, бывшие заочники, чьи фильмы мы с вами и будем смотреть. О минусах и плюсах заочной формы обучения, о том, как найти свой путь в творчестве, мы попробуем узнать у гостя нашей студии Юрия Тимофеева, выпускника Академии «Творческая мастерская» телевизионной режиссуры Валерия Михайловича Горового. Юрий, добрый вечер. Я рад вас видеть в нашей студии. Скажите, приход в режиссуру – это был сознательный акт? Посещал художественную школу и поступал даже в училище имени Глебова. В результате поступил в архитектурный техникум. И, собственно, хотел связать свою судьбу именно с изобразительным искусством. Хвала моим родителям, ну и, наверное, Господу Богу, что какие-то таланты во мне все-таки, видимо, были. Мама меня водила когда-то еще в музыкальную школу. Будучи в архитектурном, мы создали свой коллектив музыкальный, где мы успешно, в общем-то, выступали и выпустили даже свою одну пластинку, которая была успешна на тот момент. Сняли несколько клипов, заключили контракт «Союз Рекордс». Возраст вот этот 20-25, тебя прет в тебе много энергии, ты фактически способен перевернуть мир, и тебе просто необходимо высказаться, иначе ты просто не сможешь существовать. А потом как-то так мой корабль взял и выкинул вот именно в режиссуру. Музыка, театр, живопись, спорт. То есть все, начиная от физической подготовки, кончая, так сказать, всеобщим таким художественным образованием, вы прошли еще до поступления на режиссуру. А что дала вам академия? Как говорится, и стены учат. Если ты хочешь получить знания, то ты будешь получать их даже уже просто потому, что ты ходишь. Сами стены подпитывают, потому что это такая магия. Кто жаждет, тот получит. А как вы совмещали вот работу с учебой? И что это была за работа во время учебы? Спасибо вам, потому что именно благодаря вам я попал на телевидение. Я помню эти замечательные времена, когда мы работали вместе с вами на проекте «Киноверсты». Да, это действительно теплые времена, и я с ностальгией некоторые вспоминаю, потому что это были бессонные ночи, проведенные в этом здании. И не одна ночь. Доходило, что и по 3 суток не спали, перебирали кучу хроники, пересматривали действительно очень много фильмов. А я старался, если я делал программу, ту или иную, да, по каком-то периоде кинематографа, то я старался, как правило, не на промотке пересматривать фильмы, а я старался пересматривать их целиком, от начала и до конца. Ну, естественно, я пересмотрел кучу хроники. Это бесценный опыт. И вот, кстати говоря, этим проектом я и защитился. Действительно, проект уникальный для телевидения, я считаю, знаковый. И большое вам спасибо, что вы приложили туда свою творческую руку. Действительно, без вас бы этот проект не состоялся. Но после этого вы уже работаете несколько лет на киностудии «Беларусьфильм», студии «Летопись», знаменитой нашей студии документального кино. Что дает вам летопись
того, что не дало вам телевидение? Я больше за свободу, за широкий мазок, понимаете. На киностудии у меня более развязаны руки, у меня больше времени на подумать, на монтаж, на подготовку и так далее. И телевидение — это еще формат определенный, согласитесь. Безусловно. Хотя в своих фильмах, которые вы делали, в своих программах, которые вы делали в рамках «Времени кино», кстати, каждая ваша программа была как маленькое кино. То есть вы находили возможность даже в рамках телевидения создавать свои такие маленькие шедевры, связанные с творческими портретами или с историей белорусского кино. Я знаю, что вы лауреат уже многих фестивалей. Какая, может быть, награда вам наиболее дорога? Лучшая награда, пожалуй, это то, что мне дают самореализовываться. Вот это, пожалуй, самая лучшая награда. А призы, если говорить о призах, то это очень субъективные вещи. Если говорить о каких-то фестивалях, то надо понимать, что и там есть свои тонкости, нюансы, что есть конъюнктура, есть там предпочтения и вкусы членов жюри и так далее. Поэтому я никогда не бегал и никогда не подстраивался, я просто делал то, что считаю нужным. Ну, и я хочу сказать, что для зрителей, которые не знают, что ваше имя, конечно, на постсоветском пространстве документального кино достаточно известно на сегодняшний момент. Вас уважают, ценят как действительно такого самобытного режиссера белорусского. Мне интересно все, я и сам и музыку пишу. Вот сейчас последний фильм, я там частично что-то сам и написал, и что-то сам и снимал, и монтирую самостоятельно. Мне это просто интересно, и это мне удобно прежде всего. Я не привык с кем-то вот в паре сидеть, там толкаться на монтаже. У меня просто руки чешутся, бросить эту мышку. Да, я быстрее сделаю это. Киноверсты — это ваш диплом, это уникальный проект. Вот что вы можете сказать об этой первой серии? Она, наверное, была самая трудная для вас. Это была, да, самая тяжелая серия. Я ничего не знал абсолютно о белорусском кинематографе, как оно зародилось, как оно появилось, кто стоял у истоков. И вот как раз-таки первая серия затрагивает именно вот этих первых людей, которые стояли у руля нашего белорусского кинематографа. И там и хроника очень интересная, и мне хотелось сделать такую атмосферу с таким вот, как бы... Начало века. Да, с такой легкой ностальгией, где хочется смотреть вот эти старые черно-белые кадры, разглядеть лица. Действительно, очень приятно было монтировать этот фильм. В 20-е годы широкое хождение имело слово «культурфильм». По сути, научно-популярные обучающие ленты, не лишенные, безусловно, пропагандистской закваски. Как только руководство страны указывало направление приложения сил, будто мелиорация, раскулачивание, ликвидация хуторских хозяйств, документалистика художественно разъясняла верность выбранного пути. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам большое. И успехов, конечно, в творчестве прежде всего, ну и в жизни. Спасибо. Смотрим дипломную работу Юрия Тимофеева. И помните, уважаемые любители кино, что только в программе «Время кино» каждую пятницу в вечернем эфире у вас есть уникальная возможность увидеть учебные, курсовые и дипломные работы выпускников Белорусской государственной академии искусств. До встречи на телеканале «Беларусь-3».